Здравствуйте. Начинаем программу «Уфимский разворот». Это Елена Черкова, это «Эхо Москвы» в Уфе. Мы в прямом эфире работаем. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм. Вы можете нам писать, задавать свои вопросы, но, пожалуйста, не забывайте подписываться. Трансляции в YouTube и Фейсбуке мы запустили. Эфир можно там еще и смотреть. Мы сегодня, как обычно, почитаем прессу, послушаем отрывок из вчерашней программы Айдара Ахмадиева «Актуальное в деталях», поголосуем, а во второй части программы ждем в гости сразу двоих человек. У нас в гостях сегодня основатели концептуальной мастерской «Систерс» Мира Фаткуллина и Анна Рафикова. Поговорим, в общем-то, про то, как работает бизнес сейчас в Уфе. Любой бизнес. Ну и начинаем читать прессу. Я, наверное, начну с огромного материала, который внезапно вышел на федеральном портале Лента.ру, и материал посвящен башкирской соде. Вот как бы удивительно это не звучало. Шато из башкирской соды, как выходцы из российского региона устроили себе Дольче Вита во Франции. Сразу стоит отметить, что если у вас обострено чувство справедливости, и вот этот материал может сделать вам больно. Представители крупного бизнеса довольно часто относятся к России как к ресурсной базе. Здесь они зарабатывают, а жить предпочитают в Европе, США или, к примеру, в Канаде. Ежегодно десятки миллиардов долларов выводятся из страны и оседают на счетах в зарубежных банках и офшорах, а на них приобретаются роскошные особняки, яхты, оплачивается обучение детей в элитных университетах. Не стали исключением трое выходцев из Башкирии. Здесь бы порадоваться за людей, да? Но не получается. Виктор Исламов, Альберт Харисов и Сергей Черняков. О том, как им удалось сменить башкирские степи на гористое прибрежье юго-восточной Франции, в материале Ленты.ру. Ну и дальше красивое описание, которое, мне кажется, надо читать голосом, не знаю, ведущего какого-нибудь канала про путешествия. В тихом местечке на юго-востоке Франции расположились два больших поместья Шато-Ля-Маринет общей площадью 300 гектаров и Приоре Сен-Мари-Вьей со сотней гектаров. В 2011 году у них появились новые владельцы российского происхождения: Виктор Исламов, Альберт Харисов и Сергей Черняков. Поместья находятся по обоим берегам реки Аржанс, впадающей в Средиземное море, и на протяжении 1 километра располагаются напротив друг друга. Всего же водная граница тянется в течение 5 километров вдоль прекрасных лугов и величественных лесов, богатых самой разнообразной дичью. Куропатки, фазаны, зайцы, кабаны – это лишь часть того, что может порадовать заядлого охотника. С 2012 года реализуется большая программа по становлению Шато-Ля-Маринета и Приоре Сен-Мари-Вьей. Примечательно, что деньги, вкладываемые в эти объекты, имеют российское происхождение. Они связаны с группой компаний «Башкирская химия», включающей в себя акционерное общество «Башкирская содовая компания» и акционерное общество «Березняковский содовый завод», крупнейшего производителя кальцинированной соды в Российской Федерации с долей рынка, превышающей 75%. Вот видите, как прекрасно, да? Мы вроде как косвенно, но участвуем в сохранении красивых французских поместий, красивого французского ландшафта, прекрасной французской природы. Вот давайте порадуемся за людей. Чего ж сразу как-то завидовать или злиться. Здесь большой очень материал, на самом деле. Очень подробно рассказывается про каждого из озвученных уже мною людей, которых называют, в общем-то, руководителями этих всех огромных содовых корпораций и прочего-прочего, и выгодоприобретателями конечными, про то, как они начинали свой путь, как они к этому всему пришли. Очень красиво, очень есть красивые фотографии Женевы, где живет один из этих прекрасных людей, Сергей Черняков его зовут, которого называют едва ли не ключевым владельцем башкирской группы. Я прочитаю про него. Уроженец Стерлитамака начинал с организации студии звукозаписи и видеосалонов, затем занялся мусорным бизнесом. В конце 90-х бизнесмен переехал в Москву и стал чиновником, поработал в Министерстве природных ресурсов и даже несколько месяцев первым вице-губернатором Ненецкого автономного округа. К слову, в данный период в этом округе контролировал выдачу лицензий на разработку нефтяных месторождений и добычу нефти, как и как раз Альберт Харисов. В 2011 году Черняков создал группу компаний «Петротек», затем следует покупка канадской нефтяной компании «Кен Байкал», отъезд семьи в Канаду, а позже получение гражданства этой страны. Одновременно с получением гражданства Канады Черняковым случился скандал с делом директора от Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Елены Котовой 11-13 годы. Черняков утверждал, что Котова требовала у него откат в $1 миллион за предоставление
предоставления его фирме кредита в $95 миллионов. Котова утверждала, что ее подставили. Ну, и, в общем, там дальше, значит, это все развивалось. Совпадение это или нет, но после истории с Котовой Черняков получил гражданство Канады, хотя прописан он в Швейцарии, в городе Колонии на Женевском острове. Очень все красиво. В Швейцарии также обосновался еще один бенефициар башкирской содовой компании Виктор Исламов. В его собственности находится дом в Женеве. Тут, в общем-то, потом идет рассказ о том, как они познакомились с другими. Он, точнее, познакомился с другими своими партнерами, и как, в общем-то, все это происходило. Очень красивый материал. Еще раз напомню, это Лента.ру. Большой-большой текст. По-моему, очень многие, на самом деле, коллеги его в Уфе перепечатали со ссылкой на первоисточник, полностью перепечатанный текст, так что можно зайти, вот видела точно на ПроУФУ есть, у нас он тоже есть. Можете зайти либо на саму Ленту.ру, либо на эти сайты почитать. Конечно, очень все красиво. Ну и вернемся с французского побережья в Башкирию. Это ад. Уфимка возмутилась отдыхом на озерах Кандрыкуль, Аслыкуль и Ильмурзина. Она, в общем-то, что пишет? Что из-за закрытых границ жителям Башкирии пришлось остаться внутри региона, но поскольку на улице 37-38 градусов жары, как-то очень хочется куда-то к воде. Ну и, соответственно, у нас основные такие 3 направления. Это Кандрыкуль, Аслыкуль и Ильмурзина. Такого наплыва туристов к водоемам не ожидал никто. Может быть, ситуация была предсказуемой, но никаких мер по ее урегулированию принято не было. Так считает прекрасная Ирина Гринберг, наша частая гостья. Она уверяет, что природные парки официально еще закрыты, но их руководство пошло наперекор властям, благополучно тянет деньги за въезд на территорию. Ирина написала довольно большой пост в Фейсбуке. И действительно, ситуация удручающая, потому что очень много людей, очень грязно. Никто почему-то за собой не хочет убирать все то, что он там с собой благополучно привез там, на шашлычок куда-нибудь, на Аслыкуль. В результате люди уезжают, все это остается. Плюс большие довольно у нас платы за въезд на некоторые вот эти территории устанавливают, хотя никаких условий, собственно, там нет. Не то, что там, то есть там ни туалетов, ничего абсолютно нет. Ну вот Никита подсказывает, да, что делать не ради условий. Ну, кстати, да. У нас вот Юлька рассказывала как раз недавно, наша ведущая новостей, что на одно из озер, куда она часто раньше ездила плавать, в Демском районе, было совершенно свободным и не занятым людьми, а вчера или вот на днях она туда приехала, а там какие-то очень веселые ребята установили шлагбаум с въездом и берут деньги, и тьма людей. Хотя, естественно, там никаких условий не создается. В общем, довольно большой текст про портал УФА-1, точнее, разбирались во всей этой ситуации. Они поговорили с Риной, пытались как-то выяснить, что же происходит, но, естественно, выяснить, к сожалению, ничего не удается. Что у нас есть еще? У нас есть еще материал на... Так, у меня тут что-то все сломалось. На портале Медиакорсеть снова грустная история про то, как в Башкирии относятся к детям-сиротам, когда выпускаются они из детских домов, выходят в мир, получается так, что жить им негде, потому что жилье им никто не предоставляет, хотя должны, потому что там куча отговорок и куча очередей. На то жилье, которое у них было до того, как они попали в детский дом, обычно в каком-нибудь ужасном состоянии, либо там безумные какие-то долги, потому что никто не уведомляет коммунальщиков о том, что человек находится в детском доме и не может платить за эти квартиры, либо эти дома вообще кто-то там забирает и заселяется незаконно. Очередная история про 2 девушек, 2 сестры, вынуждены скитаться по углам, пока чиновники обещают им положенное по закону жилье. 8 июля юная жительница башкирского города Благовещенска Лиана Акзамова более 2 часов просидела на асфальте напротив входа в администрацию района. Ко мне никто не вышел, только полицию прислали проверить документы. И то чиновники больше беспокоились не обо мне, а о своей безопасности, наверное. Может, подумали, что я какая-то шахидка. Грустно пытается шутить девушка. Правда, подошла какая-то женщина, сказала, что она работает в администрации, позвала в тенечек пойти, покормила в кафе, в общем-то, уточнила все, и вроде как даже документы посмотрела. Ляна говорит, что хочется верить, что поступок был искренним, и она реально хотела помочь, а не выполняла поручение начальства убрать эту сироту, в общем-то, с глаз. Какая история у них? Ляна и Эльза Акзамовы, сестры, родные.
Они попали в детский дом 15 лет назад, потому что у них пила мама. Она, в общем-то, никак не занималась детьми. В итоге ее лишили родительских прав. И девочки говорят, что все то время, пока они находились в детском доме, она, цитата, устраивала свою личную жизнь. Но они ее не винят, в общем-то, потому что смысл какой? В результате Лиана живет в комнате в малосемейке, которая ей досталась от матери, вместе с долгами за коммуналку в 215 тысяч рублей с копейками. Теперь, когда мать уехала из Благовещенска, все эти долги, естественно, перешли на девочку, и она пытается сейчас добиться списания этих долгов, ходит по управляющим компаниям, по администрациям, по всяким этим инстанциям, показывает документы о том, что она 15 лет прожила в детском доме, а не вот в этой вот комнате, и это не ее долги, соответственно, требовать с нее их нельзя. Вроде как что-то там можно сделать, как ей сказали в администрации, но это еще не вариант. В общем, вторая сестра, они были в разных детских домах. Вторая сестра вышла из этого детского дома с полным пакетом документов на жилье, положенное ей по закону, но снова, в общем-то, ничего не получается, потому что вроде как суд решил, что муниципалитет должен, а муниципалитет сказал, я никому ничего не должен. Ну, вроде как очередь, и вот ждите. Ну, и в общем-то, они ждут. А их снова у нас сироты вынуждены выходить куда-то там на пикеты, на какие-то акции протеста, чтобы привлечь к себе внимание и каким-то образом попытаться получить то, что им положено по закону. Еще один материал, который я успею обозреть, это материал на «Коммерсанте». Проектировщик санации Уфа Химпром попал в реестр недобросовестных подрядчиков. Очередной виток ситуации с Химпромом, когда никто ничего снова делать не собирается. Группа компании «Размах» петербургская, «Размах ГП», которая получила тендер Уфы на создание проекта санации территорий, Башкирское управление УФАС включило эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. Как следует из материалов антимонопольного ведомства, в своем обращении городская администрация, причем по требованию Уфимской мэрии, городская администрация указала, что поставщик услуг допустил существенные нарушения условий контракта, в частности, не выполнил работы в установленные сроки. Поведение не направленное, не надлежащее... Тут, видимо, какая-то опечатка. Поведение, направленное на ненадлежащее исполнение обязательств общества, свидетельствует о его недобросовестности, отмечают в материалах УФАСа. Но я напомню, что в апреле 2019 года мэрия заключила с Размахом вот этот договор на разработку проекта санации территорий. Они должны были к ноябрю того же 2019 года этот проект выполнить, но выяснилось тогда, что сроки сорваны. В администрации Уфы говорили, что будут применять определенные там штрафные какие-то санкции. Мы направляли запрос в прошлом году или зимой этого года, ну, в общем, довольно давно, в Размах. Они говорили, что срыв сроков связан с тем, что им необходимо более предметно обследовать территорию Химпром, потому что никто не может сказать точно, сколько там всего вот этих вот шламов осталось и сколько там всего территории заражено, при том, что давным-давно Марс Сафаров говорил, что проверить, в общем-то, точно и детально это невозможно, потому что там территория просто огромная, и ни у кого не хватит ни сил, ни средств хотя бы на это исследование. Но что там с проектом, снова пока не очень понятно. Недавно мэрия Уфы нам говорила, что какую-то часть Размах сделал в определенных там статьях этого договора, но сам проект пока не готов, потому что никто из Петербурга не мог прилететь в Уфу в течение вот этой весны из-за карантина и самоизоляции. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мы на этом обзор прессы будем заканчивать, и сейчас предлагаем вам отрывок вчерашней программы Айдара Ахмадиева «Актуально в деталях». Темой программы были преследования журналистов. Один из главнейших принципов демократии – это свобода распространения информации. А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие. Вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией. Почему? Потому что если мы хотим реализовать принцип свободного доступа информации к ее потребителям, то мы должны не закрывать административным путем что-то, не ограничивать что-то с помощью политических и
иерархии административных структур. А если мы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение. Такое представление о свободе слова как важном принципе демократии имеет Владимир Путин. Это запись, отрывок из его интервью телеканала Russia Today, данного в рамках визита во Францию в 2018 году для участия в памятных мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Свобода слова — это действительно важнейший принцип демократии, целью которого является осуществление гласности всех тех процессов, явлений и событий, которые имеют место быть в жизни общества. Но реальность часто противоречит написанному или сказанному. Основываясь на свободе слова и гласности, функционирует настоящая независимая журналистика. К примеру, советское общество до перестроечного времени в большинстве своем не имело доступа к тем самым независимым источникам информации. Конечно, для тех, кто имел определенные привилегии или просто являлся находчивым человеком, работы независимых журналистов были в той или иной мере доступны. После прихода к власти Горбачева и начала так называемой перестройки, политики гласности, советское общество получило возможность потреблять огромное количество особой, необычной для того времени информации с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов. Эта информация перестала быть похожа на оду властителям за их заслуги, некие подвиги и так далее. Теперь она содержала и критику. Советский человек получил свободу слова, узнал, что такое настоящая журналистика. Ведь цель ее — находить проблему, искать пути ее решения, доносить до общества идеи, предложения, анализировать события, явления или процессы под разным углом, смотреть на мир с разных ракурсов, а главное — быть связующим звеном между обществом и властями. Имеем ли мы это сегодня? Вопрос, ответ на который вы найдете у себя в голове. Я лишь скажу, что последние события в России очень похожи на преследование журналистов со стороны неких заинтересованных лиц. Только за июль произошло сразу несколько событий, которые, по словам некоторых общественных деятелей, можно трактовать как запугивание журналистов, давление на профессиональное сообщество, ущемление свободы слова. Это 8 обысков, административный арест и разные обвинения, вплоть до уголовных, Петра Верзилова, издателя «Медиазоны», задержание за государственную измену Ивана Сафронова, который на МИДне стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, но долгое время до этого работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях» и писал острые, между прочим, материалы. Обыск у Таисии Бикбулатовой, главного редактора интернет-журнала «Холод». Административный арест Ильи Азара, журналиста «Новой газеты», за одиночный пикет в поддержку недавно арестованного основателя паблика «Омбудсмен» полиции и последующие задержания журналистов за одиночные пикеты солидарности. Среди, кстати, этих журналистов были и сотрудники «Эхо Москвы». Продажа влиятельной газеты «Ведомости» и последующая смена руководства, в том числе и главного редактора. Новый главред, по словам журналиста «Ведомости», начал осуществлять цензуру. Также нападение полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля. Обыски в редакции издания «БХ-медиа» у шеф-редактора Сергея Простакова. Осуждение за оправдание терроризма Светланы Прокопьевой, журналистки «Эхо Москвы» в Пскове. Некоторые журналисты, политологи, политики, общественные активисты называют череду мероприятий, ставших почти ежедневными и направленных против российских журналистов, репрессиями из-за профессиональной деятельности. Это был Айдар Ахмадиев и его программа «Актуальная в деталях». Вы можете ее посмотреть и послушать на нашем сайте hmskалфа.ру в разделе «Программы» и в наших соцсетях. Я напомню, что вчера темой программы стали преследования журналистов. Во второй части этой программы гостями, Айдар, стали шеф-редактор объединенной редакции «Башинформ» Артем Валиев и журналист газеты «Бонус» и портала «Правофор» Амиль Рахматов. Они спорили и разговаривали, дискутировали о том, как все-таки работать журналисту в Башкирии, есть ли у нас какие-то преследования или пока до нас это не дошло. Ну, а мы сейчас поменяем тему и поголосуем. И вот по какому поводу. Вчера была очередная оперативка. У нас вот что не оперативка, то обязательно какая-нибудь тема для голосования будет. Потому что наши чиновники, спасибо им большое, вот они не могут без какого-то креатива. Вот очередной креатив от главы Госкомтранса Алана Морзаева, который вчера сказал, что, знаете, вот у нас очень много пьяных водителей за рулем стало, да, мы очень много таких вот водителей ловим во время рейдов, и надо как-то с этим бороться, и вот мы придумали, давайте мы у тех, которых будем вылавливать за рулем, мы их будем снимать и потом показывать на телеканалах муниципальных и республиканских, ну, чтобы, знаете, вот им стыдно стало.
Я не знаю, конечно, как это все будет выглядеть. Там, наверное, будет какая-то специальная рубрика, там, типа «Позор», там, или «Они позорят наше общество», или что-то в таком духе. И вот показывать этих пьяных водителей по телевизору. И Хабиров говорит, хорошая идея. Наверное, ну, хотя бы позориться не захотят, может быть, и поэтому перестанут садиться пьяными за руль. 262-72-47. Хорошая идея, согласны вы с Хабировым. Не захотят позориться, не будут садиться за руль пьяными. В общем-то, молодец, Марзаев. Молодец, Госкомтранс. 262-72-47. 262-72-48. Опять очередная идиотская, неработающая идея. Надоели уже. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Итак, показывать по телеканалам республиканским людей, которых будут ловить за нетрезвое вождение. 262-72-48. Это хорошая идея. Вот покажешь так пару раз, да, как кого-нибудь, стыдно станет им, больше садиться не будут за руль, а другие подумают, да, что вдруг вот если что, вот как-то вот раз и на БСТ окажешься, и не в самом выгодном свете, да. 262-72-47. Хорошая идея, правильная идея, молодцы. 262-72-48. Очередная какая-то бредовая идея, непонятно кого, и никак абсолютно это ни на кого не повлияет. Ну вот не можете вы себе представить, что показал там какого-нибудь Васю Иванова пьяного по телевизору Госкомтранс, и Петя Петров такой, блин, вот... А если вот меня поймают и по телевизору покажут? Мне кажется, Вася Иванов в этот момент вообще соображать не будет. Он будет, эй, меня показывают по телеку, привет семье и прочее. Ну, вряд ли. 262-72-48. 262-72-47. Нет, вот хорошая идея, молодцы. Позорить надо таких людей, знаете, вот как раньше были вот эти доски позора на предприятиях, на каких-то, на заводах, вот они позорят наш трудовой коллектив. Вот так же и с пьяными водителями. 262-72-47. Хорошая идея, 262-72-48. Дурацкая идея. Мы сейчас уйдем на новости, после них подведем итоги. Половина седьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Он выразил обеспокоенность сообщениями о взаимных обстрелах, в том числе с использованием тяжелых вооружений. Обстановка на границе обострилась в последние дни. По некоторым данным, в результате перестрелок есть убитые и раненые. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокации. О ситуации в регионе речь пойдет сегодня в эфире «Эхо» после 11 утра. В интервью с послом Азербайджана Паладом Бельбеляглы. Адвокат Ивана Сафронова сказал, что ФСБ не нашла сведений, которые содержат государственную тайну в публикациях журналиста. Спецслужбы считают, что арестованный отправлял секретную информацию в зашифрованных сообщениях, пояснил представитель защиты Сафронова, руководитель организации «Команда-29» Иван Павлов. Накануне журналисту, бывшему сотруднику газет «Коммерсант» и «Ведомости», было предъявлено обвинение в государственной измене. Сам Сафронов вины не признает. Суд в Крыму должен огласить сегодня приговор владельцу парка «Львов Тайган» Олегу Зубкову. Предпринимателю может грозить крупный штраф или до 6 лет лишения свободы из-за инцидента 2-летней давности. Тогда один из львов укусил туристку. Руководство парка утверждало, что потерпевшая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву. Сама она отрицает это. Пострадавшая туристка, как передает агентство «Интерфакс», просит суд о реальном сроке для Зубкова. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении выдачи российского гражданства. На такую процедуру могут рассчитывать иностранцы, у которых есть совершеннолетние дети-россияне. Закон предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для получающих российское гражданство. Иностранцы могут не отказываться от уже имеющегося паспорта. В марте был принят закон, который упрощает получение российского гражданства для украинцев и белорусов. Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила о полной приостановке экспорта. Поставки возобновились в пятницу, но в субботу антиправительственные силы Халифа Хафтара потребовали прекратить дальнейшую отгрузку. Компания утверждает, что нефтяной порт страны Эс-Сидр сейчас занимают российские и сирийские наемники, которые воюют на стороне Хафтара, передает агентство «Интерфакс». В начале года антиправительственные силы уже блокировали объекты нефтяной промышленности.
Полиция Калифорнии обнаружила тело актрисы, звезды сериала «Хор» Наи Ривьеры. На прошлой неделе она пропала без вести во время прогулок по озеру. В катере, который арендовала 33-летняя актриса, обнаружили лишь ее 4-летнего сына. По словам местного шерифа, у них пока нет оснований считать смерть актрисы результатом злого умысла или самоубийством. Ранее погибли двое коллег Ривьеры по сериалу «Хор». Кори Монтейт скончался от передозировки наркотиков, а Марк Саллинг покончил с собой. В Москве сейчас 16 градусов, давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем ожидается дождь, местами сильный, плюс 19-21. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Квартиру выбирай с умом. В новом умном доме на Злобина витражное остекление от пола до потолка, долговечные алюминиевые профили «Алютех» и энергоэффективное стекло «Гардиан», разработанное специально для южной полосы Урала, пропускает свет, но защищает от солнечной жары или зимнего холода. Новый умный дом. Выбирай с умом. Звони 280 10 280 10. Застройщик ООО «ИСК Стройфедерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. В Сеульском национальном госпитале с диагнозом саркома Юинга находится наш соотечественник, 7-летний Ярослав Антошкин из города Белорецк. Первые этапы химиотерапии дали положительную динамику. Фонд «Изгелек» собирает средства на оплату лучевой терапии. Помочь просто. Совершите перевод банковской картой на сайте фонда izgelek.com в разделе «Помочь». В поле назначения укажите имя и фамилию ребенка. Ярослав Антошкин. Благодарим вас за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». Каждую пятницу на «Эхе Москвы» вместе с журналистами уфимских СМИ разбираемся в самых актуальных событиях недели в программе «Редколлегия». А веду программу я, Елена Чуркова. Слушайте «Редколлегию» по пятницам после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Возле дома по Шата Руставели 5 установили геотехнические экраны. Экран был установлен застройщиком, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Отмечается, что еще в июне администрация заключила договор с Институтом башни и строй об обследовании дома по Руставели 5, и уже создана рабочая группа. Кроме того, УЖХ Орджоникидзевского района провело очистку подвальных помещений. Ведется подготовительная работа по текущему ремонту кровли, завершение которой планируется в августе. В августе же планируется приступить к работам по замене арматуры системы отопления. Напомню, вчера жительница дома Алла Яковлева вышла на одиночный пикет на Красную площадь в Москве. Она заявила, что власти республики лоббируют интересы застройщика ПСК-6 и попросила Владимира Путина взять под личный контроль ситуацию с домом. Напомню, жители дома протестуют против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом. Новый объект рядом с Шата Руставели 5 намерена построить компания ПСК-6, принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову. Прокуратура проверяет соблюдение жилищных прав граждан, а также градостроительного и земельного законодательства и правомерность действий и решений должностных лиц администрации Уфы. По данным мэрии города, образовавшиеся трещины в доме по Шата Руставели не связаны со строительством высотки. В прошлом году разломы уже наблюдались, а в феврале текущего года проводилось техническое обследование конструкции. Сейчас трещины поддерживают гипсовые маяки. По состоянию на 13 июля, по данным мэрии, изменений не наблюдается. Жители деревни у подножия Куштау остались без воды. Это произошло потому, что старые сети водоснабжения не выдержали, когда к ним подключили новые дома, сообщает член СПЧ по Башкирии Эльза Маулимшина. По словам жителей деревни Урняк, администрация района знает об этой проблеме. Для решения вопроса была выделена 2-кубовая емкость для подвоза питьевой воды. Однако, отмечают местные, этого не хватает. Проблема носит сезонный характер, однако так сильно она еще не выражалась.
снижалась. В этом году жители набирают воду по ночам, но воды в кранах нет уже 2 недели. Некоторые жители бурят 20-метровые скважины, однако для питья эта вода непригодна. Жители Урняка просят власти провести новую сеть водоснабжения и сделать это в текущем году. У игрока футбольного клуба «Уфа» обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на оперштаб российской премьер-лиги. Отмечается, что пока только один представитель Уфы сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписало ему нахождение на карантине. Сотрудники и игроки Уфы сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе ясно, 24 градуса тепла. Днем до плюс 35, умеренный ветер без осадков. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». У микрофона Елена Черкова. Мы в прямом эфире работаем. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм, трансляция в Ютубе, Фейсбуке у нас запущена. Сообщения, пожалуйста, не забывайте подписывать. Мы до перерыва на новости объявили голосование и спрашивали у вас, что вы думаете по поводу инициативы главы Госкомтранса фотографировать, снимать людей, которых ловят за рулем пьяных, и показывать по телевизору. Таким вот образом стыдить. 262-72-47. Хорошая идея, правильная идея, так и надо делать, потому что, ну а что, они пьяные за руль садятся, а так хотя бы, знаете, вот то ли им стыдно станет, то ли, другому кому-нибудь, может быть, стыдно станет, потому что, а вдруг тоже попадется. Так что вы поддерживаете. 262-72-47. 262-72-48. Дурацкая идея, очередная какая-то непонятная, совершенно нерабочая. 262-72-48. И останавливаю голосование. Сейчас у нас, падают окончательно голоса. И так, 33% слушателей «Эхо Москвы» считают, что идея правильная, и что вот так вот делать надо. Знаете, они позорят наше что-нибудь, наш город, и показывать по БСТ. 67% говорят, что идея очередная, какая-то бредовая, и вообще зачем это все делать. Спасибо вам большое, друзья. Мы сейчас поменяем тему. Я начну представлять наших гостей. Сейчас второго гостя мы дождемся, но первый гость у нас уже в студии. Мира Фаткуллина. Мир, доброе утро. Доброе утро. Мира и Анна Рафикова, которую мы сейчас ждем, это основательница концептуальной мастерской Sisters. Давайте, пока она добирается до нас, расскажем немножечко, что такое концептуальная мастерская. Идея у нас была такая, это создать девчаковое пространство для девочек. Пространство для девочек. То есть мы привыкли, что это салоны, это нечто такое, куда мы приходим, там нас встречает пафосно все так. Пафосно администратор, проводит нам процедуры, и мы уходим. Мы решили создать более легкое пространство, где вы можете сесть, попить кофе с администратором, подружиться с нашими девочками. Это такое комьюнити, где мы говорим, грубо говоря, о красоте, создаем эту красоту. Там не только про красоту, там про все еще можно поговорить. Да, единственный такой момент, мы называемся концептуальная парикмахерская для девушек, но это совсем не значит, что это только для молодых девочек, или к нам ходят и женщины, и им на это мы тоже направлены, просто это вот такой посыл, что это девчаковое пространство у нас. Вообще, я когда-то читала очень интересную историю, что еще до того, как весь этот салон произошел, вот вы выбрали это название,
придумали, да, sisters, сестры, а потом что-то такое было, и вы как будто бы с Анной сами родственники. Или я ошибаюсь, или это где-то я просто помню что-то подобное, и произошло очень вообще немножко такая интересная история, которая я прям запомнила, ну, вот для себя на будущее. Есть такая поговорка, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вообще у нас есть барбершоп Чапаев с мужем, и тут у нас возникла идея открыть вот девчаковое пространство с ним именно. И мы начали с ним в этом направлении работать, но одной мне было не справиться с этим проектом, получается, и у нас была такая уже грань на закрытие, это вот как мы попали вот в эти 90% салонов, которые закрываются в течение полугода, да, и подруга моя, мы уже дружим 14 лет, предложила вот вступить как партнер. Вообще, на самом деле, когда вот она вступила, название Sisters уже существовало. И тут у нас действительно все пошло, все загорелось, и все классно заработало. И вот тогда я поняла смысл этой поговорки, потому что вот как корабль назовешь, так он и поплывет. То есть Sisters, не хватало этой сестры рядом, которая плыла бы рядом с тобой. Анна как раз присоединилась, да, доброе утро. Я чувствую, я прям вовремя. Да, это правда. Мы поговорили про то, что такое концептуальная мастерская. Сейчас вот Мира рассказывает, да, о том, как это все заработало. 90% салонов закрываются. А почему так происходит? Потому что подход не бизнесовый. То есть почему-то именно в этой сфере люди подходят совсем не как к бизнесу. Есть такое ощущение, что вот сейчас я поставлю кресло или там кушетки для наращивания ресниц, и все хорошо будет. И да, наверное, здесь я еще хочу добавить о том, что именно в этой сфере очень популярно, что именно мастера становятся владельцами бизнеса, то есть открывают свое кресло, начинают сами работать, и потом в будущем думают, ну вот я сделаю салон. Но здесь нету понимания, что работать руками и работать головой, ну это как бы две разные вещи. И когда становишься уже руководителем, нужно прям перестраиваться на управление головой. И вот этой перестройки часто не бывает. Ну и, конечно же, управление, получается, у них, не знаю, там, не срабатывает, и они закрываются. Вообще очень такая популярная история, когда ты умеешь что-то делать руками, но плохо соображаешь, как это все реализовать именно в какую-то бизнес-модель, и потом думаешь, что же у меня ничего не получается, что же так вот и вторая такая глобальная ошибка, это когда люди не рассчитывают на то, что им придется доносить какие-то деньги, то есть нет финансовой подушки, то есть нет расчета на то, что нужно рекламироваться элементарно, да, то есть не откладываются на это деньги, нет расчета на то, что в первые месяцы ты не будешь выходить в плюс, скорее всего, да, зачастую так бывает, и нет подушки, чтобы там платить аренду. И, можно просуществовать так короткий период времени, но вот как раз полгода. Да, и потом уже тяжело. То есть, если ты не можешь подать, у тебя нет средств подать рекламу, ты как бы не можешь развиваться, и, по сути, вот ты топчешься на этом месте и не понимаешь, что не так. Мы сейчас пережили этот месяц-два изоляции карантина. Вы на какое-то время закрывались, в общем-то, как и другие все такие салоны, парикмахерские и прочие вещи. Вы открылись, напомните, когда после этой истории всей? 16 апреля. В апреле, то есть в середине апреля. Насколько вот эти полмесяца ударили по вам? Насколько это было сложно? И насколько сложно сейчас из этой вот ситуации вылезти снова в привычный режим? Когда мы закрывались, мы поняли о том, что мы просто так сидеть не можем без работы. И мы сразу договорились с мастерами о том, что это время мы будем активно действовать. Каждый у себя дома. И мы придумали такую историю, что мы открыли онлайн-курсы, где наши клиенты могли в домашних условиях ухаживать за собой. Мы их обучали укладкам, макияжу, как правильно мыть голову. И здесь есть свои особенности. Обучали даже составлению карты желаний и финансовой грамотности. То есть всесторонне развивали, поддерживали наших клиентов, чтобы, не скучно было дома. Да, не бросали их, оставались на общении, то есть поддерживали их, чтобы потом мы понимали, что когда-нибудь это закончится, чтобы их держать, что все хорошо, возвращайтесь к нам, у нас тоже будет все хорошо.
Конечно же, работать онлайн с мастерами, и это, наверное, бьюти-сфера, это та сфера, но именно парикмахерство, которое не сможет уйти в онлайн, потому что сам себя ты не стрижешь. Как бы ты нам не показывали. Вот, и поэтому нам, конечно, было очень приятно возвращаться обратно работать. Но по поводу какой-то поддержки, была ли она со стороны города, со стороны республики, я не знаю, может быть, какие-то финансовые вам дали льготы или что-то? Они, правда, были позже, но... Да, получается, они были уже в июле, да? Да. Наша сфера попала в список особо пострадавших сфер, и, получается, были выплаты на бизнес, получается, на какие-то вопросы, связанные с они были, чтобы мы могли выплачивать зарплаты, погашать арендные ставки, то есть поддержка от государства была. И и здесь, наверное, еще очень хорошо помогло то, что мы смогли договориться со своими арендодаторами, которые предоставляли нам площадь, и здесь, наверное, именно вот эти хорошие человеческие отношения у нас все-таки не дали нашему бизнесу уйти, потому что мы знаем истории в этой сфере, где арендодаторы не пошли на уступки, и из-за этого многие площадки в итоге закрылись. В принципе, по городу уже видно, что рестораны даже многие закрылись, есть салоны, которые закрылись. И вчера даже мы с Аней обсуждали, по-моему, что это еще как бы не последнее. То есть будет еще волна этих закрытий, когда это уже будут прям последствия такие. Это, скорее всего, наверное, сентябрь, октябрь. Мы понимаем о том, что очень было печально смотреть, когда такие очень хорошие игроки в бьюти-бизнесе, которые существовали по 5, по 7, по 8 лет, вынуждены были закрыться. Вот как раз в этот период небольшой. Как раз в этот период, потому что, и причем так интересно, что многие клиенты, и просто люди писали и говорили, как так, неужели там 2-3-4 недели закрытия могут сказаться на вашем бизнесе? Действительно, это большие обороты затрат, и у нас очень большая себестоимость идет услуг, и мы даже 2-3 недели без работы, если нету резервных отложений, которые у нас там были, к примеру, а если их нету, то это действительно может привести к потере бизнеса. Я вообще, конечно, помню вот эти первые дни, когда... тут, не знаю, стоит ли раскрывать секреты, секрет ли это, я очень часто просто тоже сама хожу в Систерс, и я помню эти первые дни, когда сидишь в Инстаграм, листаешь, да когда же вы откроетесь, да когда же вы уже откроетесь, и в первые дни, когда вы открылись, я побежала стричься к Лиле, и это было как-то очень странно, то есть там абсолютно было пустое помещение, все было законсервировано, стулья вот эти вот расставленные там чуть ли в 2 метрах друг от друга, меряют температуру, там что-то всю протирают. Шикают. Вот сейчас настолько вот это жесткие меры безопасности, стерильности и прочего, они вынуждены продолжаться. Сколько это все у вас сохранено? Вот на самом деле, что по законодательству мы обязаны все это продолжать. Единственное, что, конечно, это все доходит до какого-то абсурда, потому что когда выходишь на улицу, и ты в парке где-то сидишь, и там прям друг к дружке, или едешь в автобусе, или еще где-то, а приходя в салон, ты вынужден соблюдать вот эти меры, и даже у нас уже многие, действительно, клиенты приходят и говорят, господи, когда же это закончится? Это уже какой-то, какой-то абсурд. Устали все от этого, прям устали. Да, хотя я понимаю, что это необходимо, но если бы это, тогда, мне кажется, это везде должно быть необходимо. Я не понимаю вот это вот кусочничество, где вот это должно прям соблюдаться 100%. А проверяют вас на это? Конечно, проверяют. При проверке ходят, потому что, мы стоим в ассоциации, предпринимателей. Есть ассоциация по салонам красоты в городе, чат в WhatsApp, получается, там есть все руководители студий, салонов в городе, и там регулярно пишется, и проверки еще есть. То есть, видно, люди пишут. Первое время, конечно, проверки были чаще, приходили. Сейчас, конечно, это все менее жестко. Но мы все-таки за безопасность, и в своем салоне все меры предосторожности у нас соблюдаются, вплоть и до измерения температуры, и до антисептиков, после каждого клиента все это обрабатывается, кресло, столик, где. Наша зона, мы несем ответственность в этот момент. Но мы несем еще ответственность ведь и за мастеров, то есть мало оградить клиентов, нам еще нужно
четко знать, что мы даем безопасное рабочее место для наших мастеров. Я хотела еще поговорить знаете, про творчество, наверное, потому что каждый раз, когда кто-то новый в Sisters приходит, наверное, есть такой диссонанс, вроде как пришел в какой-то салон, а там все совсем не пафосно, как во многих других, да, там Оля стоит, администратор с цветными всегда волосами. Насколько в обществе у нас, вот у ваших клиенток, да, они разного возраста, разного рода занятий, насколько у них существует этот страх самовыражения вот именно во внешности? Условно, там, не знаю, приходишь, видишь ту же Олю с розовыми волосами, говоришь, я вот всю жизнь так хотел, а что люди скажут? Вообще, на самом деле, у людей большой страх изменений. То есть, вроде что-то хочется, да, изменить, но страшно. И когда ты приходишь в салон, вот в моем понимании, ты хочешь, грубо говоря, у вас по пояс волосы, а вы хотите все-таки попробовать короткую стрижку, может, еще яркое окрашивание, действительно. Зачастую мастера отговаривают, прям действительно, Почему? потому что это резкое изменение, и, наверное, мастера сами боятся в этом поучаствовать. А в пространстве Sisters как раз-таки вот этот вопрос закрыт. То есть наши мастера не испугаются вам сделать эти изменения, и вот этим классно. То есть они поддержат вас в вашем желании измениться. А поддержка в этот момент очень важна. Когда ты приходишь, ты хочешь измениться, а тебя начинают отговаривать, и ты тоже начинаешь сомневаться. И очень часто, да, у нас были в самом начале негативные отзывы в том плане, что я хотела, а мне сказали, ой, у вас такие красивые волосы, зачем вам их отрезать? Давайте лучше там сделаем уход. Это было, как раз-таки были те мастера, которые нашей концепции не отвечали, потому что нам хотелось всегда именно проявление внутреннего, как себя ощущаешь во внешнем, да, и в данном случае очень круто, что у нас получается, и нам удалось донести до мастеров именно вот этот... что круто, если ты дашь что-то новое, чего у человека никогда не было, и он уйдет с горящими глазами и будет говорить, вау, я именно этого всю жизнь и хотел. Тогда вопрос про мастеров, да, если приходит на работу к вам человек, который всю жизнь работал в какой-нибудь парикмахерской там возле дома, да, он стрижет хорошо, но он как раз из тех, кто, там, у тебя волосы длинные, зачем тебе стричь коротко, там, или зачем тебе красить там фиолетовый, иди вон черным покрась. Как вот с ними работать? Как их переучивать? Или вы таких не возьмете на работу? Нет, на самом деле мы берем... Самое, что интересное происходит, то это то, что в Sisters каждый раскрывается. Мы берем всех, и потом каждый мастер раскрывает свой талант. Мы просто видим в нем какое-то зернышко, и потом в этом пространстве он раскрывается. И в данном случае здесь, я думаю, сыграла большую роль, и это именно наше отношение как руководители, когда мы разговариваем с мастерами и говорим, это же круто, мы отправляем их на обучение, где они видят тенденции, где они могут понять, и помимо этого также мы еще проводим обучение, как правильно общаться с клиентом, как понять, это его истинный запрос или нет, или он еще не готов к таким там ярким решениям. И, в принципе, здесь они очень профессионально могут поддержать. И, в принципе, те мастера, которые, не хотят, нет у них, они больше не классические, да. В принципе, это не их концепт. Даже если они придут, уже понятно становится на собеседование. И здесь, наверное, нужно добавить о том, что это не означает, что в Sisters делают только какие-то кардинальные решения, там, фиолетовые волосы, короткая стрижка. На самом деле мы понимаем, что наши клиенты, наша целевая аудитория, это те люди, которые хотят находиться в этом пространстве. Даже если они придут и сделают себе каре, но они понаходились в этом пространстве, они пообщались, было вот это вот общение, то есть энергетика даже уже этого, очень многое решает. Не обязательно там ирокез себе делать. В принципе, много банковских работников, которые Очень там не много. могут себе позволить яркой внешности и даже ярких ногтей, но им хочется находиться в таком пространстве, потому что там часть их творческой натуры, да, этого желает. А вот этот страх перед яркой внешностью, яркими, там, не знаю, какими-то деталями, проявлениями, он вот почему все еще у нас жив? Вроде как прошло же уже время, когда все были серые, одинаковые, казалось бы, да, а все равно там человек с цветными волосами или там татуировками на улице воспринимается многими, не всеми, но многими, как что-то там, ого, что это? Почему это происходит? На самом деле, наверное, если мы поедем там в тот же Питер, там уже все... мы не в Питере. Да, потому что это насмотренность. В
принципе, сейчас уже, если выглянуть на улицу, и видно подростков, которые ходят там с обесцвеченными кончиками, с какими-то яркими прядями. Тут уже вот поколение перерастает, то есть их родители уже другого взгляда, то есть они могут позволить разрешить ребенку это сделать, побыть, вот проявить свою индивидуальность. Вот это круто, то есть это поколение. Ну и при этом, наверное, хочется сказать, что и я, и Мира, мы делали тоже цветные окрашивания, и мы даже хотели писать там статью в журнале, где говорили о том, что когда вот, например, я ходила розовая, это когда я уже настолько самодостаточна, что могу себя проявлять так, как хочу, и уже меня не сильно заботят вот эти взгляды. Я могу на них спокойно реагировать, и я просто так хочу. И, допустим, розовые волосы у женщины, это не значит, что у нее там, я не знаю, без в ребро. Это потому что так она хочет сегодня, а завтра она захочет по-другому. И она может себе позволить выглядеть так, как она хочет. 2 минутки у нас есть. Сестринство. Сестринство — это такое очень феминистическое понятие, феминистское. Насколько вам вот это близко? Ну, наверное, мы здесь больше за такое родственное комьюнити, которое мы создаем. Ну, молодое поколение, сейчас феминизм, это такое прикольное, у нас девчонки очень этим живут. На самом деле, когда есть комьюнити, где ты можешь раскрываться, феминистские это какие-то взгляды, либо проявление яркого там окрашивания и так далее, но это теплое общение, вот мы, наверное, больше за это. Больше за это, потому что у нас нет, вот сейчас особенно нет жестких рамок в том плане, что только девочки, то есть раскрою там небольшой секрет, возможно, в будущем концепт немножко будет расширяться. То есть мы видим сейчас... Яркие окрашивания хотят все. Да, мы видим, что сейчас хотят этого и парни, ярких окрашиваний, и хотим это тоже предлагать им. То есть еще и братья добавятся к сестрам. Да. Спасибо вам большое, что вы пришли. К сожалению, у нас время очень быстро закончилось. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были основательницы все-таки, феминитивы, концептуальной мастерской Систерс, Мира Фаткуллина, Анна Рафикова. Меня зовут Лена Черкова. Хорошего вам дня. Услышимся. Пока. Спасибо. Мягкой посадки вашим батарейкам.